Президент Садыр Джапаров, комментируя введенные правительствами Великобритании и США санкции против отдельных банков Кыргызстана, заявил, что нет ни одного доказательства участия кыргызских финансовых учреждений в обходе западных ограничений против России. Глава государства расценил такие действия западных стран как проявление политизации экономики. Здравствуйте, Садыр Нургоджоевич. На этот раз хотели бы получить ответы на вопросы, связанные с финансовой системой нашей страны. Правительство Великобритании сообщило о введении санкций в отношении банка Центральноазиатский Капитал Банк. В качестве причины указано, что это финансовое учреждение якобы может способствовать обходу санкций, введенных западными странами против России. В январе стало известно, что США ввели санкции в отношении кыргызского Керемет-банка. В предыдущих интервью вы подчеркивали, что Кыргызстан не помогает обходить санкции, введенные против России. Как вы прокомментируете эти меры сейчас? Как это может повлиять на Кыргызстан? Да, вы правы. В январе США действительно ввели санкции против Керемет-банка, сославшись на то, что он якобы может задействован в обходе санкций. Но при этом они так и не смогли предъявить ни одного факта нарушения. И не смогут, потому что таких фактов нет и не было. Сегодня в Кыргызстане работает 21 банк. Чтобы не получилось так, что кто-то из них может попасть под санкции, мы приняли решение, что только государственный Керемет-банк работал с российским рублем. Все операции проходят под контролем государства, а прибыль поступает в государственный бюджет. Капитал-банк также в полном объеме перечисляет чистую прибыль в казну. После введения санкций США первый заместитель председателя Кабинета министров Данияр Амангельдиев пригласил к себе посла США в Кыргызстане Лесли Вигери и спросил у него, что происходит. Он ответил, что об этом знает ОФАК, Управление по контролю за иностранными активами. После этого делегация во главе с Амангельдиевым посетила США и встретились с представителями ОФАК. Мы предложили послу Вигери пригласить независимые аудиторские компании для проверки банков Керемет и Капитал, чтобы затем вместе рассмотреть результаты и принять решение, однако они отказались. Но даже там им не смогли предъявить ни одного конкретного факта, только сказали, что у них якобы есть определенные данные. Но мы и так хорошо знаем, откуда эти данные. Эти сведения исходят от местных НПО и наших внутренних недоброжелателей, которые отправляют туда анонимную ложную информацию. И продолжают отправлять до сих пор. А потом, опираясь на те ложные сведения, нас включили в санкционный список, но при этом даже не смогли предоставить никаких доказательств. Наша делегация обсудила этот вопрос и с ОФАК, и с послом США в Кыргызстане Лесли Вигери. И мы договорились, что расчеты в рублях будет вести Капитал-банк. Это ведь тоже на 100% государственный банк, и он под контролем Министерства финансов. И открыто отчитывается. Мы подробно объяснили причину. В России у нас около миллиона мигрантов, которые ежедневно переводят сюда миллиарды рублей. Эти средства нужно конвертировать и обеспечивать людям доступ к ним. Теперь выходит так, что как Америка вводила санкции против Керемет-банка, так и Англия накладывает санкции на Капитал-банк. И снова никаких фактов, только сомнения. Поэтому и у меня возникают сомнения, ведь они видят, что экономика Кыргызстана растет высокими темпами. Например, наш ВВП вырос на 11,7%. Мы на передовых позициях среди стран СНГ. Думаю, из-за этого на нас оказывается давление. Великие державы ведь не хотят, чтобы другие страны быстро развивались. Они предпочитают, чтобы все смотрели на них и зависели от них. Поэтому я бы обратился к высшему руководству этих стран, к Дональду Трампу и Киру Стармеру. Возможно, до них не доходит информация. Не надо политизировать экономику. Мы проводим многовекторную политику, сотрудничаем и с вами в экономической сфере. Например, только в Англию мы ежегодно продаем золото на $1 миллиард. И в таком случае подобное отношение к нам нельзя назвать справедливым. Поэтому, если вы не доверяете, предоставьте свои данные. Банк готов предоставить всю информацию открыто. Введение санкций против Центральноазиатского Капитал-банка ударит по России или пострадает только наша страна? Россия от этого не пострадает. Честно говоря, и Капитал-банк не пострадает. Он, как и раньше, будет работать под контролем Министерства финансов и приносить прибыль государству. Что изменилось, когда ввели санкции против России? Наоборот, после санкций они смогли поднять на высокий уровень собственное производство и сельское хозяйство. Продукцию, которую раньше импортировали, теперь экспортируют. Газ и нефть как экспортировали, так и продолжают экспортировать. Например, Сбербанк, нужно уточнить данные, но есть информация, что после введения санкций его годовая прибыль выросла до $20 миллиардов. Разумеется, в отдельных сферах санкции имеют последствия, но это вовсе не значит, что страна рухнет. Мы все это анализируем и видим. Западные страны, вводящие санкции, тоже это понимают. Более того, они сами продолжают вести торговлю с Россией. В 2024 году страны-члены Европейского Союза ввели торговлю с Россией на сумму $141 миллиард. В частности, европейские государства импортировали из России товаров на $36 миллиардов, а Великобритания, которая тоже ввела санкции против нашего банка, в том же 2024 году сама торговала с Россией на $2,2 миллиарда. Как уже было сказано, наши банки в основном обслуживают денежные переводы соотечественников, работающих в России. Это тоже наша необходимость, такая же, как и у других. Поэтому прежде чем предъявлять требования, нужно самому подавать пример. Мы своими силами развиваем экономику страны, и такие шаги, которые не соответствуют духу партнерства, можно расценивать как вмешательство во внутренние дела государства.
Я всегда говорил, и еще раз повторю, мы готовы соблюдать международные обязательства. Мы соблюдали их, соблюдаем и будем соблюдать. Но я не позволю свести на нет интересы наших граждан и торгово-экономическое развитие страны. Даже под санкционным давлением наша повседневная жизнь будет продолжаться.